Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Традиции гостеприимства на просторах нашего сурового края незыблемы. Тем интереснее знать, что в республике создана Ассоциация гостеприимства. О деятельности организации нам расскажет гостья студии Татьяна Тымырова, председатель Национальной ассоциации рестораторов, ательеров и туризма Якутии. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что такое Ассоциация гостеприимства Якутии? Ассоциация – это прежде всего объединение предпринимателей, которые занимаются в сфере нашего гостеприимства, а именно это ресторанный бизнес и это ательеры. Мы создали ассоциацию еще буквально 10 лет назад, в январе этого года исполнилось уже 10 лет, как мы работаем бок о бок, развиваем, помогаем и поддерживаем друг друга. И основной целью нашей ассоциации – это развитие индустрии гостеприимства в Якутии. Скажите, получается, что Ассоциация гостеприимства охватывает сферы предпринимательства в гостиничном бизнесе, в ресторанном, в каком-то еще? Пока только в этих сферах, да, мы в свое время, конечно, и приглашали предпринимателей из сферы туризма, поскольку это неотъемлемая часть. Чтобы развивался туризм, надо, чтобы развивались и рестораны, и отели, и как раз три составляющие это основа для развития туризма. Ну и благодаря, скажем, развитию туризма сейчас у нас действует отдельная ассоциация туризма, и поэтому мы сконцентрировались только на развитии как раз ресторанного бизнеса и отельного направления, чтобы гостеприимно встречать своих гостей. А в таком случае какая цель вашей ассоциации? Основными задачами, конечно, это является помогать всем предпринимателям нашей отрасли развиваться. И второе, это мы помогаем консолидировать все наши задачи для того, чтобы доносить до местных органов власти, да, что необходимо изменить в законодательстве. Мы участвуем также в оценке регулирующего воздействия, разрабатываем совместно какие-то нормативно-правовые акты, либо участвуем в развитии стратегии, разработке стратегии развития туризма и гостеприимства нашей Якутии. И, конечно же, это профессиональное сообщество, которое помогает подготовке кадров. Мы тесно работаем с нашими учебными заведениями, такими как Жатайский техникум, самый головной наш техникум, колледж, также есть и техникум, это Якутский технологический техникум сервиса, и также у нас Сунтарский техникум. По сетевому взаимодействию мы очень активно участвуем в процессе подготовки кадров. И также одна из задач, которые очень, наверное, многие знают, это мы развиваем различные проекты, фестивали, один из которых яркий проект – это «Вкус Якутии». Ну и, конечно же, мы стараемся выезжать сейчас в районы, помогаем предпринимателям, которые находятся в районах, повышать квалификацию путем различных мастер-классов по сервису, организуем поварские мастер-классы. Ну и, конечно, к нам приезжают из районов, мы показываем, как работают наши городские рестораны, проводим рестатуры по заведениям города и изнутри прям показываем, как работают предприниматели нашего города и какой сервис должен быть. Ну и если брать отельное направление, сейчас очень много развивается гостевых домов, хостелов, и мы помогаем также подготовиться к классификации и показываем, что надо сделать для того, чтобы эту классификацию пройти, и проводим такие курсы повышения квалификации. Скажите, к рестатурам может присоединиться любой желающий или это направлено только на гостей нашего региона? Вы знаете, рестатур – это больше такой профессиональный тур, когда повара, либо же управляющие менеджеры могут посмотреть, как внутри устроен бизнес-процесс заведения. Поэтому это не для таких же простых жителей, а именно, чтобы профессионально посмотреть изнутри, обмен опытом, показать, как внутри устроена кухня, какое оборудование, каким сырьем мы пользуемся. С этой целью мы проводим такие рестатуры. Татьяна Александровна, известно, что глава республики Айсен Сергеевич Николаев дал вам поручение определить единые стандарты индустрии гостеприимства Якутии. Какая работа ведется в этом направлении? Да, в декабре мы услышали послание главы. Это действительно для нашего профессионального сообщества это
большая сейчас будет задача, да, чтобы сфера гостеприимства по всей республике развивалась, и мы видим ее реализацию таким образом, что открыть вот совместно с торгово-промышленной палатой обучающий центр, где мы начнем проводить курсы повышения квалификации для поваров, для официантов, для турбаз, которые принимают гостей. И также планируем разработать национальные стандарты, именно применимы к нашим условиям. Ведь если взять такие вот стандарты, которые есть по всей России, да, конечно, регион каждый отличается. И надо смотреть на те условия, которые есть. Буквально вот мы завтра выезжаем с аудитом в Горный район. Недавно мы выезжали в Амгу, да, проводили там гастрономический ужин и показывали, как можно приготовить ресторанные блюда из местных продуктов. И как можно сделать так, чтобы уровень сервиса был вот лучше. Да? И поэтому вот с такой задачей, я думаю, мы как раз объединившись все предприниматели нашей сферы сможем сделать нашу Якутию гостеприимной. Я думаю, это более чем осуществимо. Давайте перейдем, наверное, к самой вкусной теме. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» есть отдельный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», который проводит ваша ассоциация. Расскажите о том, как все начиналось. Да, уже 9 лет назад мы вот ведем этот фестиваль, автором проекта, который я являюсь, и задумка была такая, чтобы наши рестораны в городе начали готовить интересные блюда из наших местных продуктов. И основная цель фестиваля – это, конечно, сохранение наших традиционных блюд, это развитие приготовления, ну и, конечно, это профессиональное мастерство, это конкурс для наших ресторанов. И за эти 9 лет большой прогресс мы видим в том, что рестораторы уже вот реально могут показать высокий уровень приготовления, мастерства наших национальных блюд. И мы привозили очень много экспертов, которые высоко оценили нашу кухню. И в этом году, то есть вот в прошлом году, когда мы проводили фестиваль, охват фестиваля был около 40 тысяч, из них порядка 60% это, конечно, наши якутяне, кто посетил рестораны, ну и также были гости из разных регионов, в том числе из Москвы. Посетив фестиваль, гости дают обратную связь и говорят, что это действительно регион, который может претендовать на гастрономический туризм. И мы рады тому, что толчком этому как раз является наш фестиваль «Вкус Якутии». В рамках фестиваля разрабатываются очень уникальные рецепты, приготавливаются различные вот блюда. И, например, в прошлом году мы приготовили блюдо, которое было впервые представлено в ресторанах, а именно из говядины якутской породы, да, коров наших. И также у нас было открытие, это первое в мире, центра арктической строганины, то есть арктического центра строганины, где мы презентовали в целом, сколько у нас рыб водится в Якутии. И там же мы показали новые технологии приготовления блюд холодом. Есть вот два момента. Две технологии мы привыкли готовить значит, горячим способом приготовления, а здесь мы показали, что можно блюда готовить еще на холоде. Есть ли какая-то небольшая статистика по фестивалю «Вкус Якутии»? Ну, если говорить о целях и задачах фестиваля, это, как я говорила, это событийное мероприятие, это привлечение гостей в нашу Якутию. Ну и, конечно же, это в первую очередь фестиваль как мультипликативный эффект, он должен приносить доход предпринимателю. Да? И когда рестораны заявляют о себе, что мы принимаем гостей в рамках фестиваля, они готовятся, они презентуют свои гастрономические сеты, и за этот год, вот, который прошедший, да, предприниматели продали на 2 миллиона 85 тысяч сетов. Это говорит о том, что это потенциал развития туризма. Ну и помимо этого, фестиваль «Вкус Якутии», наверное, отличная площадка для молодых неизвестных поваров, которые могут сделать себе имя. Безусловно. В этом году мы даже презентовали значит, молодого повара, су-шефа, который показывала, как она приготовила. Ей даже не было 18 лет, да, Изабелле. Также у нас параллельно проходит конкурс для студентов наших техникумов. Приехали из разных регионов, то есть районов нашей Якутии, и принимали участие студенты. И это уже для них толчок профессионального развития. Они уже начинают готовить на уровне профессионалов, шеф-поваров и показывать
показывать свое мастерство. И это дает развитие уже следующему поколению. И мы вот в этом году заявили такой, знаете, интересный посыл, что наши дети будут кормить ваших детей. Это было одно из наших таких важных тезисов в фестивале. Ну что ж, получается, изысканная кухня, высокий уровень гостиничных услуг и, конечно же, невероятные туры. Все это должна включать в себя сфера гостеприимства нашей республики. Скажите, ассоциация какие ставит цели перед собой? Ассоциация, вот основная цель, конечно, это развитие индустрии гостеприимства. Да? И сейчас, вот в этом году мы хотим, чтобы наши квалификация наших специалистов, да, выросла, чтобы мы в этом году, благодаря открытию центра, смогли массово обучить, значит, и поваров, и официантов, и барменов, и тех, кто работает на предприятиях туристических объектов. Также мы хотим массово подготовить объекты для прохождения классификации. Ну и также мы хотим в этом году развить еще несколько проектов, такой как национальная уличная еда. Вот мы все знаем, что стритфуд еда в гастрономическом направлении это популярно, да, во всех странах. И здесь я бы хотела, чтобы сейчас вот молодое поколение, которое у нас привыкло есть фастфуд-еду, поменять их пищевые привычки и сделать так, чтобы наша молодежь ела наши местные продукты. Простой пример приведу, когда мы говорим, что дети едят бургер. Так, если они привыкли это есть, пусть едят бургер с олениной. Либо мы говорим, что есть различные иностранные там тапос с курицей там, или еще какие-то лепешки с различными добавками. Да? И уличная еда – это когда взял человек в руку и пошел. Да? Вот. Сейчас мы ведем такую разработку, таких как национальных ивенкийская лепешка хатарба с олениной, к примеру, да? Либо же те же наши национальные якутские вафли. И сейчас у нас наши шефы работают над разработкой нашей местной еды, да, вот уличной еды, стрит-фуд еды, которая будет сейчас популярна. Ну, я надеюсь, что станет популярной, и это направление нового проекта мы сейчас двигаем. У нас есть еще колоссальная такая разработка интересная, это развитие фудтраков. Фудтраки, которые будут по всему городу на территории общественных пространств. И сейчас эту идею поддержали и окружная администрация, и Министерство предпринимательства. Мы сейчас ведем разработку наших инновационного такого проекта фудтрака совместно с резидентом технопарка. И надеюсь, что в этом году мы увидим на наших общественных пространствах города, на площадках и также на нашем национальном празднике ИСЭХ вот как раз-таки новый формат уличной национальной еды. И представьте, когда вы заходите в какой-то, ну, например, торговый центр или же в теплой остановке, или же, может быть, просто идете по улице, и вы можете взять национальную еду, но она будет в современной подаче. Даже мы подумали, можно сделать уху из карасей, подать в стаканчиках, когда может просто по улице идти и пить нашу любимую уху и есть наши любимые блюда. Поэтому основная наша идея – это сохранить традиции культуры питания, развивать гостеприимство и чтобы наш туризм развивался. Ну что ж, это звучит все удивительно. Я думаю, остается только дождаться. Татьяна Александровна, позвольте поздравить ассоциацию с 10-летним юбилеем. Все-таки это большая дата. И большое спасибо, что стали гостьей нашей студии. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.